Европейской конвенции, потому что они уже преследуются. Мне не надо ждать приговора, каким бы он ни был, чтобы сказать, что те репрессии, которым подверглись фигуранты этого дела, они вызваны их присутствием на протестных акциях, в которых они не только мирно, не только конструктивно выступали, а Ахмеду удалось фактически своим авторитетом остановить молодежь, которая горячо возмущалась всеми этими моментами, и могли бы произойти какие-то крайне нежелательные события. Он сумел сделать почти невозможное, и его смеют судить. Вот я именно так хочу поставить вопрос. Вы не смеете этого человека судить не потому, что он совершил, не учитывая вообще личность этого человека. Вы знаете, Ахмед, вот Калой не даст мне соврать, он же категорически не согласен с тем, чтобы мы поднимали вопрос по его здоровью, там, его тяготам в следственном изоляторе. Нам запрещено, иначе бы у нас уже была бы еще одна жалоба для Европейского суда. Он настолько терпелив, настолько достойный человек, он не желает вообще поднимать эту тему. И мы будем следовать тому, о чем он нас просит. Он хочет доказать свою невиновность. И правда же, мы сделаем все для того, чтобы это сделать юридическими, правовыми способами. И то, что сейчас происходит в процессе, вот мне сказали, что свидетели обвинения оказались не свидетелями обвинения. Мы знаем их показания уже, и мы ждали, как они себя поведут. Какое счастье жить в маленькой республике, где вопросы чести, достоинства, вопросы нравственные, они столь важны, что люди не осмеливаются лгать. Вот это великое дело. Я думаю, что совершенно законными, совершенно легальными, совершенно абсолютно юридическими способами нужно разрушить это абсурдное обвинение, и у этого дела может быть только один исход. Берегитесь те, кто смеют лгать, кто смеет обвинять людей безо всякого основания. На языке Европейской конвенции это называется обвинение без преступления или наказание без преступления, потому что они уже так или иначе несут это наказание ни за что. И вот криминализация некриминальных действий – это нарушение не только нормы о справедливом судебном разбирательстве статьи 6 Европейской конвенции, это с самого начала нарушение, которое именно вот можно так назвать. Невиновные, некриминальные действия криминализируются умышленно, и если они будут наказаны, значит, это будет нарушение статьи 7 «Наказание без преступления». Вот мы предупреждаем о серьезности наших намерений. И еще немножко мне жалко, больно, как человеку, который бывал много в Ингушетии, знает и юристов тамошних, и там мы проводили семинары для ингушских и чеченских адвокатов, правозащитников. Вот мне очень горько, что московское дело получает освещение, достойное освещение. Люди поддержку находят вообще в российском народе. А это дело замалчивается, и наша задача здесь, лидеры, в общем-то, правозащитного движения, наша задача, чтобы мемориал, МХГ, все другие за права человека, все другие организации, они помогали нам делать известным, распространять сведения, знания об этом деле, чтобы россияне знали, что творится в городе Ессентуки, да, все-таки? Да, там, где заседает Кисловодский суд. Сами они в Нальчике находятся. А сами в Нальчике находятся. Ну, вот так вот, где угодно, только не в Ингушетии, потому что они понимают, что... Спасибо большое. Могу добавить, да, по поводу того, почему суды не в Ингушетии, как нам объяснили, это связано с тем, что родственники и близкие могут приходить в суд, мешать процессу, устраивать какие-то беспорядки. Ну, то есть такая надуманная достаточно причина того, почему суд переехал в Ессентуки. Но даже то, что он переехал в Ессентуки, не помешало тому же Совету Тейпов взять и приехать в суд.
То есть они всем составом, там 20 человек с лишним приехали, и причем суд им по очереди каждому даже дал поговорить с обвиняемыми. Да, ну, как я сказала, суд в этом плане достаточно лояльный, удивительный. Я была очень удивлена. Кому передать слово? Ну, здравствуйте еще раз. Правозащитный центр «Мемориал» на протяжении более 10 лет занимается изучением политических репрессий в России, составляет списки политзаключенных, хотя далеко не все люди, преследование которых является политически мотивированным и незаконным, и в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы 2012 года должно рассматриваться как в случаях лишения свободы, как преследование политзаключенных. Далеко не все люди попадают в наши списки просто потому, что мы по каждому случаю включения в наши списки изучаем обстоятельства дела и аргументируем неправоту обвинения и соответствие конкретных обстоятельств преследования тем критериям, которые основаны на резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дело против участников, организаторов митинга в Магасе 26-27 марта 2019 года – это самое крупное политически мотивированное преследование, связанное с одним конкретным событием. Вообще вот за всю историю наших исследований. Ни болотное, ни московское дело не достигают такого масштаба. Это самое большое посягательство как на свободу собраний, так и на свободу объединения, да и в принципе даже на суверенитет народа, если можно так выразиться. При этом всего уголовному преследованию подверглось не менее 48 человек, против 3 уголовное преследование было прекращено в отношении 3 человек. Это вот как раз определяет этот масштаб. Большая часть тех, кто подвергся уголовному преследованию, обвинялась по частям 1 и 2 статьи 318 насилие в отношении сотрудника полиции. И поскольку мы с материалами вот этих конкретных дел не знакомились и не изучали, мы этих людей не включали в списки политзаключенных. В списки политзаключенных попали те люди, с делами которых, с обвинениями в отношении которых мы смогли ознакомиться. Это 8 человек, которые обвиняются в организации насилия в отношении сотрудников полиции, а также в создании экстремистского сообщества или участии в нем. И 1 человек, обвиняемый в подстрекательстве к насилию в отношении сотрудников полиции. Всего 9 человек. Но это совсем не значит, что мы считаем, что преследование всех остальных обвиняется непосредственно в насилии в отношении сотрудников полиции, является законным и обоснованным. Конечно, нет, потому что сам контекст ситуации говорит об ином. Мы имеем ситуацию, когда представители ингушского общества выражали свою позицию по значимому для ингушского общества вопросу. Мы не беремся судить о том, в чем правда в вопросе о границе, но вне сомнения общество вправе высказывать свое мнение. Более того, согласно Российской Конституции, власть принадлежит народу, граждане вправе участвовать в управлении государством, и в силу 31 статьи Конституции они вправе реализовывать это через свободу собраний, которая гарантирована Конституцией, мирных собраний. Вот граждане реализовывали эти свои права. Они были вправе требовать, чтобы к их мнению прислушались, чтобы оно было учтено, чтобы действия и решения власти согласовывались с обществом. Они имели это право требовать с помощью мирных собраний. Собрание носило мирный характер. И сам факт того, что оно продлилось за пределы согласованного времени, проходило ночью, не мешая деятельности предприятий, жизни граждан, ничему вообще не мешая, не является ни в коей мере основанием для применения к нему насилия. Вообще для прекращения публичного мероприятия, а уж тем более для применения насилия. В этом смысле мы не признали там конкретно 39 человек политзаключенными, потому что мы не изучали конкретные обстоятельства дела и не знаем,
вот, конкретно по каждому эпизоду, кто там, применил, а кто не применил насилие по отношению к полицейскому. Но, вне сомнений, инициатива применения неправомерного насилия была осуществлена властью, сотрудниками полиции и Росгвардии. То есть именно в этом причина последующих событий. Если бы не было неправомерного решения о применении насилия, неправомерных действий о применении силы к мирному собранию, не было бы и никаких встречных действий, не было той потасовки, которая случилась, никаких телесных повреждений, никакие сотрудники полиции не получили бы. В этом, конечно же, причина событий. При этом мы видим, что российская власть, испуганная такого рода реализацией прав граждан, таким широким общественным движением предприняла серьезные усилия для его подавления. Как я уже сказал, это самое большое дело, связанное с одним конкретным событием, самое большое политически мотивированное дело. Но, понимая, насколько негативно воспринимается это уголовное преследование и в Ингушетии, и за пределами Ингушетии, власти применили к подавляющему большинству людей, обвиняемых в насилии в отношении полицейских, относительно мягкие наказания. Это не вопрос гуманизма, я уверен. Это вопрос того, что суровые наказания и так несправедливые, но если бы они были еще более суровыми, они бы породили обратный эффект тому, которого хочет достичь власть. Они не запугали бы общество, а наоборот возбудили бы еще больше общественное недовольство. Поэтому вот сейчас только один человек, осужденный по обвинению в насилии в отношении полицейских, остается за решеткой, и он выйдет в январе. Несколько человек еще находятся последствием по этим обвинениям, но, в общем, по этим обвинениям власти, рядовым участникам, если можно так выразиться, митинга, власти относительно недлительные приговоры. Но власть в первую очередь опасается тех, кто способен быть организатором, лидером. И фактически ответственными за все произошедшее назначены 8 человек, которые обвиняются сейчас, и суд над которыми сейчас идет в Ессентуках, обвиняются в организации насилия, опасного для жизни сотрудников правоохранительных органов, а также в создании экстремистского сообщества или участия в нем. Мы считаем, там часть в организации, а часть в участии. Мы считаем этих людей политзаключенными по следующим причинам. Ну, во-первых, вот по тем причинам, о которых я сказал, да? То есть сама эта ситуация, она связана с неправомерными действиями власти по разгону мирного собрания. И очевидно, что действия участников, они носили реактивный характер. Не они нападали на сотрудников правоохранительных органов, сотрудники правоохранительных органов нападали на них. Очевидно, говорить о какой-то организации предварительной тут совершенно невозможно. Более того, об этом уже было сказано, в деле присутствуют многочисленные видеосвидетельства, показания свидетелей того, что все обвиняемые, наоборот, предпринимали максимальные усилия для того, чтобы предотвратить насилие, призывали людей уйти даже, призывали не применять насилие к сотрудникам полиции, говорили о том, что насилие не нужно, оно опасно и навредит всем, что с той стороны такие же люди, которым насилие применяться не должно. Таким образом, те конкретные эпизоды насилия, которые были в первую очередь вызваны самими полицейскими, никак не могут быть названы следствием каких-то организационных усилий со стороны тех людей, которые в этом сейчас обвиняются в суде в Ессентуках. Это просто противоречит фактическим обстоятельствам дела. Фактически эти люди привлекаются к ответственности за свой авторитет. За то, что, обладая авторитетом и находясь на площади проведения митинга, они не сумели предотвратить того развития событий, которое имело место. Но это совершенно необоснованное требование, и за это никого судить нельзя. Они предприняли усилия, их умысел, очевидно, был направлен именно на то, чтобы насилия не было. А такого рода действия, как организация насилия в отношении полицейских, оно, конечно, должно быть умышленным. Никаким образом умысел этих людей на то, чтобы причинить полицейским вред, применить к ним насилие, чтобы кто бы то ни было применил к ним насилие, не доказан.
Что касается второго обвинения, то именно в силу шаткости того обвинения, о котором мы только что говорили, дополнительно, спустя много месяцев после того, как состоялся митинг, им было предъявлено обвинение в создании, 3 человекам предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества, а 5 в участии в экстремистском сообществе. Якобы они, значит, организовали структуру с распределением ролей, направленную на осуществление преступлений, в частности, насилия в отношении полицейских, а также руководство некоммерческой организации в целях совершения преступлений. Это совершенно абсурдное, конечно, обвинение. В рамках этого обвинения криминализуется совершенно естественная общественная активность, то есть фактически какого бы то ни было рода действия, направленные на координацию общественного движения, на выражение мнения общества, объявляются преступными априори. То есть то, что потом произошло, ставится в вину людям в связи с действиями, которые они осуществляли задолго до того. То есть они якобы за много месяцев до митинга собрали, объединились для того, чтобы, предвидя, что ночью на митинг, которого никто еще не объявлял к тому моменту, нападут полицейские, и тут они организуют насилие в отношении этих полицейских. Это совершенно абсурдно. Таким же образом, фактически эпизодами преступной деятельности этого сообщества оказывается разного рода общественные активности еще до митинга, связанные с воздействием на депутатов, обращение к общественному мнению, которые якобы формировали недоверие к власти, разрушали стабильность и так далее. Там довольно много цитат. Очевидно, что все это не является преступными действиями. Ни недоверие к власти, ни нарушение стабильности – это не преступление по Российскому уголовному кодексу. Это именно проявление общественной деятельности. Каждый понимает стабильность по-своему. Доверие к власти не является абсолютной ценностью. Если власть этого не заслуживает, общество вправе ей не доверять, и кто угодно вправе вести агитацию и организовывать какие-то действия, связанные с этим недоверием. Тем не менее, мы видим сейчас, что эти люди фактически назначены ответственными. Они на их примере, опасаясь осуществить массовые, жестокие, слишком жестокие репрессии, опасаясь возмущения общества от того, что десятки людей на длительные сроки окажутся за решеткой, власть пытается отыграться на тех, кто объявлен им организаторами, и одного человека, который объявлен подстрекателем. Мы считаем, что оснований для этого нет. Мы считаем, что эти люди политзаключенные. Мы считаем, что уголовное преследование их должно быть прекращено, и они освобождены. Они уже находятся за решеткой большей частью на протяжении почти 1,5 лет. Более 1,5 лет. Часть чуть меньше, но большая часть именно так, фактически, с момента проведения митинга. И я совершенно согласен с Кариной Акоповной в том, что наша общая задача привлекать внимание к этому делу, к незаконности и необоснованности этого преследования, несмотря на его масштаб, на его важность. Нельзя сказать, что к нему нет внимания вообще, но внимание к нему недостаточное. Это внимание не соответствует масштабам этих репрессий и угрозе для общественного движения не только в Ингушетии, но и во всей России, которую это дело несет. Поэтому важно обращаться и к российскому общественному мнению, и к мировому общественному мнению, донося до него информацию и призывая всех реагировать, проявлять солидарность и добиваться прекращения незаконного, необоснованного политически мотивированного преследования и лишения свободы в отношении тех людей, которые мы ему подверглись. Спасибо. Спасибо большое. Лев Александрович, вам слово. Скажите, вы как ветеран правозащитного движения в России, что вы изначально, насколько я знаю, следите за этим процессом, и хотелось бы знать ваше мнение относительно, я сейчас немножко отступление сделаю небольшое. Я участвовал в процессе по защите интересов одного из участников московского митинга марта 2016 года, если не ошибаюсь.
и наказания там были гораздо жестче. Связано ли это с тем, что все-таки митинг в столице это немножко другое, чем митинг в регионе? Ну, видите, в чем дело? Начать надо с того, что, как здесь мои коллеги говорили, вообще никакого преступления не было. Это первое. Второе. Ингушетия маленькая республика, и власть была вынуждена пойти на довольно грубые нарушения закона, вести себя как, я бы сказал, имперской политики, подойти как бы вот с точки зрения имперской такой политики и вести суд не внутри этой республики, сказав довольно цинично, что родственники будут мешать проведению суда. И совершенно очевидно, что все это сделано именно из соображений, опасения, что суд будет непопулярным, и они там все это проиграют. В Москве, очевидно, сопротивление более массовое, в Москве больше привлекается внимание, и здесь власть должна ведет себя по-разному. Иногда она может и вообще не наказать. Все это, вот все эти маневрирования, которые мы сейчас видим, и что там полегче наказали, где-то, может быть, тяжелее, мы не знаем, как сейчас накажут этих 8 человек, среди которых есть пожилые люди. Мы заранее этого не знаем, может, наоборот, более жестко. Это лишний раз просто говорит о том, что везде превалирует политика, что нигде нету как бы опоры на право, на Конституцию Российской Федерации. И вот мы сейчас будем обсуждать, вот почему там больше срок, почему меньше, отнюдь не исходя так сказать, из закона. И вот это самое главное, что характеризует состояние общественной жизни и политики, и взаимоотношения власти и народов Российской Федерации, даже правильно бы сказать так. Например, возьмем Хабаровск. Там люди выходят на улицу, и там вообще пока, слава богу, нет, есть задержания отдельные, но нет таких как бы массовых задержаний, и власть боится применять силу. А с другой стороны, они и в Ингушетии дернулись немножко, так сказать, привлекая местную полицию к разгоне этой акции, и столкнулись с тем, что местные полицейские, это совершенно уникальный был случай, местные полицейские отказались разгонять мирных граждан, применять силу против них, они были вынуждены вызвать полицейских из других регионов. И вот что я хочу сказать, вот эта имперская политика, она очень опасна для будущей страны. И поэтому, или вот еще я хотел бы пару слов сказать о том, что сейчас там уничтожается гражданское общество. Ингушетия устроена так, что главную общественную организацию, главной общественной силой является там Совет Тейпов. Это исторически возникшая такая, исторически возникшее такое самоуправление, скажем так, и бесспорно любая власть, которая хочет намеренно мирно взаимодействовать с гражданами, она должна учитывать вот эту традицию, скажем, традиционное самоуправление. Собственно, можно было наблюдать и раньше, как они хотели седлать Совет Тейпов, там назначив президиум Совета Тейпов сверху. И мы видим, и сейчас они фактически унижают весь ингушский народ, лишив юридического лица этот Совет Тейпов. И Совет Тейпов собирается, вот как нам сейчас журналистка могла бы рассказать, и она мне рассказывала, в гараже, в частном доме. И это, я должен сказать, будет иметь, и может, и наверняка будет иметь колоссальные политические последствия. Управлять вот таким имперским образом, управлять полицейщиной с целым народом, это очень опасно. И мы, в общем-то, когда эти процессы происходили, мы, правозащитники в Москве, довольно активно этим занимались. И мы действительно можем принести свое, по крайней мере, я от себя могу принести некое извинение, потому что мы видим, что в России вообще сейчас вздыблено, скажем так, и по всей стране происходит массовые нарушения прав граждан, так сказать, вообще, так сказать, в стране выстраиваются такие
проявляются такие фашистские практики в управлении народом, власти народ. И в том числе, можно сказать, и то, что происходит в Ингушетии, это очень опасная ситуация, ей надо заниматься, и мы этим будем заниматься в будущем. Спасибо большое, Лев Александрович. К вам тоже, конечно же, будут вопросы. Сейчас я бы хотел предоставить слово писательнице Алисе Ганиевой. Алиса, во-первых, вам большое спасибо за такую принципиальную позицию, в частности, в данном вопросе. И в целом, я знаю, что это не первый раз, когда вы поддерживаете политических активистов и общественников в аналогичных случаях. Спасибо вам большое за это. Да, спасибо за приглашение, и здорово, что эта пресс-конференция состоялась. С большим интересом слушала всех выступавших. Хочу подхватить вот то, о чем говорил Лев Александрович, вообще историческую традицию такой протодемократии, народного волеизъявления на Северном Кавказе, которая всегда была сильна и которая проявлялась, несмотря на 70 лет полной кастрации подобных импульсов в народе в советское время. С сентября 2018 года, как только было подписано это вот соглашение о передаче земель, ингушских земель Чечне, подписано через голову народа, единолично Юнусбеком Евкуровым, сразу появилась реакция, сразу народ начал выходить, отстаивать свои права. Мало того, даже Конституционный суд Ингушетии, что, мне кажется, беспрецедентно в нынешней ситуации, полной зачистки и контроля над всеми практически уровнями и формами судов, выступил в поддержку народа и в поддержку, собственно, себя самого, собственно, Конституции. Но, тем не менее, Конституционным судом федеральным решение Ингушского суда было отменено. Как мы знаем, начали прессовать сразу активистов. И тут вот подчеркивалось, что эти 8 человек – это соль, мозг нации в каком-то смысле. Но не только они, но вот эта вот традиция вынимать самых пассионарных, самых активных. Вот если мы даже переберем 8 фигурантов, перечислим, кто они, чем они занимались, это ведь действительно очень важные общественные организации, и Ахмед Барахоев с его Ингушским комитетом национального единства, и Малса Гужахов, то, о чем говорилось, председатель Совета Тейпов, и Барах Чемурзиев, это движение Акура Ингушетии, председатель, и Зарифа Саутиева, которая работала в музее, в качестве историка была частью интеллигенции, есть, и благотворитель, общественный деятель Муса Мальсагов, и Исмаил Нальгиев, еще молодой фигурант, но член тоже вот молодежной организации «Выбор Ингушетии», Гаудин Хаутиев, глава Совета молодежных организаций. То есть они все представляли некоторые самоуправляемые организации в эпоху, во время, когда всякая подобная инициатива заглушается. Любая организация может быть признана либо там иностранным агентом, либо нежелательной организацией, как мы знаем. Это вот практика последних лет. И вот такое вот задавливание мысли, это ведет к истончению вообще культурной среды. То есть это не просто трагедия отдельных людей, их семей, родственников и друзей. Это, в принципе, ведет, как здесь было сказано, не к физическому истреблению народа, но к его нравственному уничтожению. И да, эта тенденция наблюдается там, и в других регионах, и в целом в России. Но одно дело, когда вот так вот вынимают лидеров, представителей большого народа, другое дело, когда речь идет о маленьком народе. Но сколько лет подобных экспериментов может народ вытерпеть? Когда он в конце концов кончится? Это вопрос, получается, времени, это какой-то ужасный античеловеческий эксперимент, антигуманный, который вот происходит на наших глазах, и мы его не осознаем. Мы настолько свыклись с этой ситуацией, настолько постепенно наползает
вот эта вот авторитарная туча, что просто, видимо, наш мозг так устроен, что мы не осознаем этого, мы в этом бултыхаемся, и поэтому и вот эта традиция, инерция отношения к Кавказу, как к чему-то далекому, и поэтому ингушское дело сейчас находится, к сожалению, на периферии общественного внимания, как что-то такое очень специфическое. Нет понимания, осознания того, что, и как здесь обсуждали эксперты и правозащитники, это часть большой системы, когда нет действия работы закона, вот как здесь Сергей Давидис сказал, доверие к власти не является абсолютной ценностью. У нас оно, как видим, по факту является абсолютной ценностью. Мы зависим от капризов, от настроения, от уровня мстительности того или иного политика, будь то национальный лидер, будь то глава небольшого субъекта на Северном Кавказе, я там сейчас говорю о Рамзане Кадырове, то есть все зависит, получается, от их настроения в тот или иной день, от их отношения к тем или иным народам и их представителям. И вот это вот страшно, и с этим нужно как-то бороться, и отвоевывая себе назад вот право на достоинство, право на собственный выбор, то, чем ингушский народ сейчас в одиночку практически занимается. И поэтому, мне кажется, вот очень важно, что сейчас вот звучали эти речи и от Карины Москаленко, и от Анастасии, которая ездила в Ессентуки. Надеюсь, что эта пресс-конференция будет транслироваться, и это вызовет какую-то, в том числе, культурную цепную реакцию, потому что отнимают людей, у которых общество отнимает людей, которые могут его стимулировать, могут вызывать к жизни очень, очень важные идеи. И не знаю, что в итоге случится, какие будут приговоры у этих 8 фигурантов, как было сказано, но в том числе наша реакция тут может помочь. И мы это видим по другим делам, там, в том числе московскому делу. Такое ощущение, что часто приговоры, вопрос о приговоре решается в тот же день, чуть ли не в день суда, в зависимости от того, сколько народу придет на крыльцо, сколько голосов наберет та или иная петиция, сколько публичных людей вступает там, за того или другого активиста. Это в итоге играет роль, и все очень ситуативно происходит, поэтому всегда есть возможность исправить ситуацию, спасти на ходу, не только чисто юридическими средствами, но и вот такими вот народными, стихийными, и надеюсь, это случится. Алис, спасибо большое. У меня вопрос к Карине Акоповне. Карина Акоповна, вот когда, то есть я как человек, находящийся, так сказать, в пучине всего этого процесса, знаю некоторые детали дела и хочу вас спросить, как у специалиста как раз по защите прав в Европейском суде. Подсудность по данному делу меняли по ходатайству заместителя генерального прокурора, в котором, должен сказать, что в отношении всех фигурантов, не только этих лидеров, так называемых лидеров протеста, но и остальных тоже, в отношении осужденных по всем менялась подсудность по одной лишь короткой справке из ФСБ, в которой, буквально меняя фамилии, текст оставался тот же самым, говорилось о том, что такой-то, такой-то имеет возможность влиять на суды, в том числе и на Верховный суд Республики Ингушетия. Вот как Европейский суд оценивает такого рода документы? Понятно, что нам с вами, как адвокатам, юристам, очевидно, что это не процессуальный документ, но на основании этого документа, в том числе и самая высшая инстанция в нашей стране, принимает решение в пользу, так сказать, этого документа. Как это все оценивается обычно? Да, дорогой коллега, мы действительно, обсуждая эту тему, выходим на вопрос гарантии Конституции Российской Федерации, что каждый человек имеет право на рассмотрение дела тем судом,
который должен рассматривать его дело, это не случайная норма в нашей Конституции, это норма, которая гарантирует нас от произвола, она защищает нас от того, чтобы нас не судили какие-то чрезвычайные суды или суды, не надлежащие юрисдикции. Я абсолютно, Калой, с вами согласна. И мы для национального уровня это очень серьезный вопрос. Захочет ли Европейский суд вступать в обсуждение этих вопросов? Боюсь, что это будет непросто заставить их мыслить в этом направлении, потому что существует такая презумпция, что они не вмешиваются в применение национального законодательства, и усилия определенные для того, чтобы доказать, для чего это было сделано, мы можем предпринять и предпримем. Но думаю, что гораздо более серьезно на уровне Европейского суда, ну вы лучше меня знаете, что Европейский суд очень часто отвергает многие вопросы, относящиеся к национальной юрисдикции. И спора о подсудности не решает в любом случае. Хотя, если мы будем говорить о нарушении статьи 18, о каких-то ограничениях, которые не предусмотрены законом и не предусмотрены вообще законом в широком смысле этого слова, как бы международным правом, мы можем этот вопрос поднимать, но его, мне кажется, надо очень четко обозначить на национальном уровне. Для Европейского суда гораздо важнее будет вот то, что мы уже сейчас видим в процессе, там, не доехавший до судебного заседания свидетеля обвинения, да, или другие препятствия в отправлении правосудия. Хотя это тоже можно поставить в общий ряд препятствий отправления надлежащего правосудия. Все-таки тот факт, что все эти наши подзащитные, все они привлекаются за те деяния, которые они не совершали, то есть попытка наказания без преступления, это будет, наверное, решающим фактором. Ну и, конечно, все то, что вот сейчас вы, мои коллеги, которые там находились в эти судебные заседания, фиксировали нарушение процессуальных норм, хотя, как я вижу, судья ведет дело очень, скажем так, мягко и плавно, меня вообще эти вещи никогда не дезориентируют, и они меня совершенно не обезоруживают. Я сталкивалась с процессами, где судьи дают возможности делать беспрецедентные какие-то поблажки, а потом они выносят тот приговор, который от них требует. Поэтому мы ни на секунду не расслабляемся, мы фиксируем все нарушения, мы заявляем об этом даже вежливому судье, надо вежливо, может быть, заявить там возражение против его действий, когда он ограничивает права подсудимых. Вот это да, это будет, может быть, иметь большее значение, чем вопрос юрисдикции. Так что делать надо то, что должно. Эту тему мы высветим перед Европейским судом, но уповать мы будем на другие обстоятельства, которые, с моей точки зрения, больше заинтересуют Европейский суд. Если я не разочаровала вас этим ответом, то... Нет, не разочаровали, спасибо большое. Я-то задаю вопросы, чтобы ответы слышали все остальные, потому что тема на самом деле очень, даже для неюристов, которые следят за этим делом, она непонятна. Как это так можно поменять подсудность дела? Я напомню, что с нами в том числе Олег Петрович Орлов, руководитель программы «Мемориал» по Северному Кавказу. Мы вас просто не видим на экране, поэтому думали, что вы к нам не явились. Олег Петрович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Алиса Ганиева затронула тему относительно решения Конституционного суда Республики. Могла ли эта история вообще с Конституционным судом, с принятым решением, внесение изменений в Конституцию Российской Федерации, которые были приняты вот этим летом? То есть, мне кажется, это все-таки коррелируется с тем, что власть не хочет допускать
впредь допускать подобного рода истории, когда придется абсурдным образом фактически отменять решение Конституционного суда, регионального суда? Нет? Нет Олега Петровича в зале? Нет, да, значит, мне тут написали, что он в зале, поэтому я думал, что он в зале. Тогда я этот вопрос адресую Сергею Константиновичу, вам. К тебе вопрос. Да, Тогда этот вопрос, наверное, к вам, Сергей Константинович, как человеку, следящему, что вы следили и комментировали многие из изменений. Прошу прощения, поскольку я беспокоился вопросом коммуникации с Олегом Петровичем, я упустил ваш вопрос, Калой. Вы можете повторить? Да, я говорю, вот история с Конституционным судом Республики Ингушетия, который принял фактически позицию в поддержку как раз тех самых митингующих, она стала, таким очень ярким примером того, как власть может незаконным образом, по сути своей, нивелировать такое решение. И могла ли эта история стать основанием для того, чтобы внести соответствующие изменения Конституции об упразднении региональных, уставных или конституционных судов? Тут я уже могу говорить не от имени правозащитного центра, а только от своего имени. Но, на мой взгляд, разумеется. И более того, я могу говорить в данном случае не столько от имени правозащитного центра, сколько от своего собственного имени. Но мне кажется, что, разумеется, это так. Вообще, особенно все эти новации последних месяцев, они, вне сомнения, направлены на устранение любых самых теоретических рисков, начиная от Конституции. То есть все эти, казалось бы, совершенно избыточные для существующей ситуации запреты, ограничения, изменение порядка назначения региональных прокуроров, дополнительный контроль над Конституционным судом федеральным, дополнительное ограничение свободы собраний, так ограниченной, они все на данный момент кажутся избыточными, потому что власть и так все контролирует. И мне кажется, что фактически упразднение конституционных судов субъектов, оно направлено на эту же цель. Прямо сейчас, один эпизод такой был, и Конституционный суд федеральный отменил решение Конституционного суда Ингушетии, но в целом, когда их больше 70, власть опасается, что при ухудшении ситуации, как мне кажется, может оказаться, что контролировать 70 органов слишком сложно, и проще контролировать один. И лучше устранить саму возможность для такого рода рисков. И более того, так или иначе, эти суды, они находятся ближе к гражданам, ближе к тем людям, интересы которых они номинально призваны защищать. В стабильной ситуации они встроены в вертикаль, и они, в общем, делают то, что от них ожидают, а чаще всего вообще ничего не делают. Но в критической ситуации, как мы это видели на примере Ингушетии, они могут отозваться на запрос, они могут поступить непредсказуемым образом, они могут оказаться зависимыми от граждан в большей степени, чем от высшей власти. И чтобы этих рисков избежать, как представляется, их и ликвидировали. Я думаю, что прямая связь. Это не единственная причина, но явный довод в пользу этого. Да, справедливости ради должен сказать, что Конституционный суд России не может отменить решение регионального Конституционного суда. Он просто признал соглашение с соответствующим Конституции по запросу главы республики. Лев Александрович, вопрос к вам. Митинг, который состоялся в Ингушетии в марте, конечно же, его нельзя рассматривать в отрыве от митинга, который был в октябре 2018 года, который продолжался 2 недели, и за эти 2 недели местными властями не было зафиксировано ни одного, даже административного правонарушения по проведению данного митинга. Они потом возникли уже задним числом после того, как было возбуждено дело по митингу 2018 года. И многие обоснованно считают, что история с митингом в 2019 году, когда произошли столкновения, это было спровоцированное столкновение как месть местных властей
в адрес митингующих за вот историю октября 2018 года. Насколько вы считаете возможным такую провокацию со стороны властей с учетом взаимоотношений власти и общества за последние годы? Ну, я думаю, это вполне, так сказать, естественное предположение. Я не изучал, вот это надо просто, может быть, вам виднее, там, что происходило в марте. Я просто не изучал специально. Но по событиям на Болотной площади в Москве я могу определенно сказать, там, или на московских вот событиях, последние, когда были выборы в городскую думу, всегда источником столкновения являлась полиция. Все, подчеркиваю, всегда. Вот того, что происходит в Париже, например, да, вот Путин говорит, вы хотите как в Париже, когда там были акции желтых жилет, так называемые, били стекла, там все остальное, теми, кто присоединялись к мирной акции, в России этого еще не было. Но такое впечатление, что власть очень хочет, чтобы это было. Она показывает примеры, показывает того, что вызывающий, вот, пример какой, когда полиция вызывающая себя ведет и вызывает естественный протест со стороны митингующих, мирно митингующих людей, то очевидно следующий шаг, это как бы провоцировать того, что молодежь радикально, сталкивает молодежь в радикальную сторону, что радикальная молодежь может это допустить. Я лично, конечно, категорически против этого. Я говорю, друзья мои, только мирный протест, только выборы помогут нам мирно изменить ситуацию в стране. Но полиция подталкивает к этому, это очевидно. Спасибо большое. У меня небольшой вопрос, наверное, вопрос ожидаемый к Анастасии. Анастасия, скажите, пожалуйста, вот у нас в стране и так немного СМИ, которые освещают протестные акции, это, может быть, на пальцах одной руки можно посчитать, но почему-то ингушский процесс, его освещает еще меньше, на мой взгляд. Может быть, мне кажется, потому что я в этом процессе, но мне кажется, что все-таки внимание к этому процессу недостаточно, например, как к остальным протестным процессам, которые происходят не только в Москве, но и, например, в Хабаровске, в других регионах. Какова причина, какой вы видите причину того, что неохотно, мягко говоря, освещают данную историю? Я думаю, что причина в том, что следствие длилось очень долго. То есть их задержали практически всех в апреле 2019 года, и суд начался вот буквально в ноябре. И то начался, как мне объяснила Зарифа, когда мы с ней общались, из-за того, что они подали жалобу для того, чтобы дело рассмотрели скорее уже, то есть материалы дела рассмотрели скорее и уже приступили к суду. Я думаю, что первостепенная причина именно в этом, в том, что людей посадили, и 1,5 года ничего не происходило. И писать об этом журналистам просто было не о чем писать, потому что действий как таковых никаких не происходило. Какая еще может быть причина? Причина в том, что за эти 1,5 года произошло много других неприятных дел. То же самое московское дело, Новая Величие сеть. Вот. И акцент был смещен на них. Сейчас, когда процесс начался, я думаю, я призываю всех своих коллег-журналистов не бояться ехать на Кавказ. Там очень здорово. Вас примут адвокаты обязательно. Нам дал уюта адвокат Асхаб Ужахов, который является еще и сыном Алсага Ужахова. Вот. В общем-то, я призываю журналистов взяться за это дело тоже, поскольку мы все уже несколько раз здесь это проговорили, это ужасный прецедент. Люди просто боролись за свои конституционные права. Вот. И, собственно, когда мне предложили поехать в Ингушетию, я довольно легко на это согласилась, потому что, кто если не мы, и выяснилось, что мы действительно были там единственными журналистами, я с коллегой, с Александром, там была, а больше ни одного журналиста на заседании не было, были родственники, были вот совет тейпов. Вот, так что я думаю, что сейчас начнется все-таки огласка, может быть, после Нового года, поскольку сейчас суд тоже ушел на каникулы. По крайней мере, мы с СОТ и ЗПЧ, я в лице обеих организаций, так сказать, буду стараться распространять, по крайней мере, мою статью. Вы можете уже сейчас ее прочитать. На днях, сегодня-завтра, может, мы выпустим еще ролик, в котором будут сами подсудимые рассказывать о том, что с ними происходит. Вот. Призываю вас распространять и самих писать об этом. И все будет.
А можно несколько вопросов от журналистов? Да. Раз, да? Микрофон, у тебя тоже вопрос есть. Да? Нет, пожалуйста. Добрый день, я журналист издания «Кавказский узел», там живу. У меня, ну, более конкретно, может быть, вопрос именно к адвокатам, которые, я понимаю, Калоя Хильгов и Карина Москаленко работали. Ну, уже Карина упомянула, что вот внешняя мягкость суда, она как бы не означает, да, что суд объективен, может быть объективен, но в принципе, вот скажем так, то, что свидетели обвинения уже дают там показания в пользу как бы подсудимых и так далее, это о чем может все-таки свидетельствовать, да, что там, я знаю, следствие, как говорится, или... Да. Это свидетельствует о том, что обвинение беспочвенно. Беспочвенно, да? Вот примерно год назад, как раз еще когда... Извините сразу на да. ваше первое замечание. Мягкий судья — это хорошо. Знаете почему? Да. Он дает нам работать, я это ценю. Но я ни в коем случае не позволю себя, так сказать, обнадежить. Я знаю, что это дело очень и очень... политизировано, да. А наша задача вывести его на правовые, на юридические рельсы. И я думаю, что мы это сделаем. А вот если не сложно, можно, скажем так, привести что-то из нынешнего уже начавшегося процесса. Вот вы еще год назад заявляли, что в принципе очень много того, что на самом деле можно считать фальсификацией, да, но вот скажем так, какие-то действия, заявления, приписываемые обвиняемым, которые уже сейчас, ну, может быть, опровергнуты или могут быть опровергнуты. Вот это как раз вопрос, надлежащий вопрос к Калою. Калой очень готов, все, что готов по этим вопросам. Все, что касается обвинений, связанных с экстремистской деятельностью, они... ну, вот, чтобы вам не вдаваться в детали и не мучить вас юридическим языком, скажу так, они никак не совмещаются с законом, они никак не совмещаются с пленумом Верховного суда относительно того, что может являться экстремистской деятельностью. Более того, если говорить о фактологической составляющей, то здесь есть большой пробел следствия. В чем он заключается? Следствие считает, что все участники, они создали это экстремистское сообщество еще в мае 2018 года и 2 июня 2018 года провели митинг у здания парламента. На самом деле в этом митинге не участвовали все, кроме одного, Малсаба Ужахова. Все остальные даже не были рядом с этим мероприятием и даже не были организаторами этого мероприятия. И более того, даже некоторые из них были за пределами республики в этот период. И не были друг с другом даже знакомы, потому что все вот эти знакомства и создание вот этой организационно-правовой структуры для проведения митингов, это все было уже осенью. А следствие считает, что это было еще в июне было создано с целью проведения таких мероприятий. Здесь уже рушатся все эти обвинения, связанные с экстремистским сообществом. Поэтому, и это только... То есть это только маленькая доля того, что есть в деле. На самом деле этих нарушений куча. Просто не буду вас, еще раз говорю, не буду вас мучить юридическим языком, потому что это нужно приводить цитаты из пленума, поднимать материалы дела, совмещать это. И я думаю, что мы в суде как раз непосредственно создание экстремистского сообщества мы сможем это все предъявить судье и обвинению, и в том числе и прессе. Ну и такой вопрос, скажем так, так как дело политически мотивированное, да, то, ну, вот по опыту очень многих таких дел, да, вот тут уважаемая Алиса заявила, что, возможно, приговор будет ситуативным, но не создается впечатление, что, в общем-то, дело уже, ну, так как оно заказное, то, в принципе, уже предрешено его исход. Или же все-таки вы по-другому? Значит, смотрите, конечно, если дело политически мотивировано, если дело идет вот таким порядком, как мы уже неоднократно в нашей практике встречались, то, конечно же,
власти хотят предопределить и считают, что результат предопределен. Наша задача довести все, как говорил Маяковский, до простого, как мычание, понимаете? Чтобы было так ясно, чтобы суд не мог и не смог осудить их, а если осудит, чтобы это было настолько очевидным нарушением, да, Калой, что это вот, да, что, может быть, не на национальном уровне мы добьемся результата, так бывает, но у нас есть возможность до тех пор, во всяком случае, пока Россия исполняет решение Европейского суда, защищать этих людей на уровне европейском, привлечь к этому внимание всей Европы, и тогда уже всем миром освобождать их, настаивая на том, что справедливого судебного разбирательства не было. Видите ли, если судья продолжит столь же, мягкое, корректное, скажем так, ведение процесса, у нас будут возможности, практические возможности доказывать определенные обстоятельства, которые, с моей точки зрения, очевидны. Если же будет изменена тактика ведения процесса, если защита не будет получать возможности осуществлять свою роль, то в этом случае будет другое нарушение, да, отказ в праве на справедливое судебное разбирательство. Но при всех обстоятельствах мы будем говорить о криминализации некриминальных действий, некриминального, непреступного поведения. И вот это, с моей точки зрения, одно из самых важных моментов. Часто мы цепляемся за такие формальные нарушения суда, и нам удается даже на этом сделать защиту. И редко мы касаемся существа обвинения, существа дела. Но это иной суд. Здесь мы делаем упор на сущность обвинения. Почему? Потому что Европейский суд, например, говорит так. Как правило, мы не вмешиваемся в национальную юрисдикцию, не дает никакой оценки доказательствам. Кроме случаев, и вот это вот как раз с моей точки зрения наш случай. И не будем забегать вперед. У нас еще впереди серьезный процесс, у нас серьезные возможности, гарантированные российским УПК. Не будем предрешать сами этот приговор. Может быть, кем-то он и пытается, и хочет быть предрешенным, но не нами. Значит, мы работаем всерьез и упорно, и будем отстаивать нашу позицию. Вот так, да, коллега? Да, добавите. Я хотел бы добавить, если можно, два слова. Прям совсем коротко. Оно действительно в настоящий момент все обстоятельства говорят о том, что оно предрешено определенным образом, но именно работа адвокатов и в том числе политические какие-то обстоятельства в стране и поведение ингушского самого народа может привести к тому, что это политическое решение может измениться. И такие примеры мы видели неоднократно в России. Бывало так, что действительно власть упиралась и доводила до конца совершенно жестокие приговоры, но иногда она сдавалась, понимая, что ей просто невыгодно проводить эту жесткую линию. Да, у меня короткий вопрос. Да, Софья Русова, журналист нескольких изданий. У меня конкретный вопрос. Когда назначено следующее заседание по делу, второе, оказывается ли давление и каковы условия находящихся в заключении, и конкретно Зарифы хотелось бы узнать, потому что она единственная женщина из всей группы, и все-таки, да, там, наверное, какие-то определенные есть потребности все-таки женщин в заключении. И третье, это замечание, есть сайт Fartango.org, который тоже подвергался давлению из-за того, что они писали как раз, и они очень подробно освещают все процессы и, в принципе, стараются и в Ингушетии тоже освещать. Вот. Но главное, наверное, первые два вопроса. Спасибо. Fartango.org действительно освещает достаточно подробно данный процесс. Ну, здесь понятно, здесь эмоциональные СМИ, я имею в виду ингушские, поэтому. Что касается процесса, он назначен на, насколько я помню, на середине января. Следующее заседание вызваны свидетели, вызваны в том числе и потерпевшие, которые у нас проходят как получившие увечья в результате столкновений.
Но пока из них никто не явился, и мы, конечно же, очень их ждем на допросе. На допросе пока были только несколько свидетелей, которые на следствии давали одни показания, но в суде дали ровно противоположные, и объяснив это тем, что кто-то объяснил это тем, что не давал таких показаний, кто-то сказал, что скорректировал свои показания уже в зале суда и не считает виновными подсудимых и так далее, и так далее. Пока из вызванных свидетелей никто против подсудимых не свидетельствует. А насчет давления, как вообще люди сейчас находятся в заключении? Какие у них условия? Плохо слышу, еще раз. Какие условия сейчас у людей, находящихся в заключении? Нет ли жалоб, нет ли давления какого-то? Кто вот сейчас их видел? Нет, давления никакого нет. Они находятся в следственном изоляторе в городе Пятигорске. Их привозят в Кисловодск. Кстати говоря, причина переезда нашего процесса из Ессентуков в Кисловодск в том, что в Ессентукском городском суде нет нормального помещения, где могли бы все подсудимые поместиться, соответственно, на скамью подсудимых. О чем мы, кстати говоря, говорили и Верховному суду, когда меняли подсудность. Мы говорили, что там нет инфраструктуры для того, чтобы проводить судебное заседание, на что нам суд никак не отреагировал, я имею в виду Верховный суд. И все равно мы из Ессентуков перенесли дело в Кисловодск, потому что зал не позволяет нам проводить заседание в Кисловодске. В Ессентуках, простите. Коллеги, давайте так, тогда если у коллег-журналистов нет вопросов, тогда мы, я думаю, потихонечку завершим нашу пресс-конференцию, поскольку мы уже больше часа вещаем. Я думаю, что в разгар дня... Есть да, вопрос, Леша, вот один еще вопрос. Можно? Давайте. Я просто не вижу зал, поэтому простите меня. У нас в чате шестой портал издания спрашивает... Просит прокомментировать то, что в ингушском деле присутствует неопределенный круг лиц. И спрашивает, является ли это инструментом давления на вообще все ингушское сообщество с целью запугать, то, что любой человек там присутствовал на митинге, не присутствовал, может попасть под, собственно, каток репрессий, который вот сейчас присутствует в Ингушетии. Да, спасибо большое за вопрос. Очень существенный, на самом деле, вопрос. Почему говорю? Потому что дело в отношении фигурантов, оно выделено из основного дела в отношении тех самых неустановленных лиц. И очень интересный момент. В рамках расследования дела следствием проводились некоторые экспертизы, в том числе связанные с высказываниями подсудимых на митинге, которые должны были лечь в основу обвинения по экстремистским статьям. И здесь очень интересный момент, что эксперты не заметили и не увидели в высказываниях ничего экстремистского, и сказали, что, соответственно, ничего экстремистского в их высказываниях не было, и это отразилось в экспертизах. И очень интересный момент в том, что в выделенном в отношении подсудимых материалах дела, 119 томах, этих экспертиз мы не нашли, хотя они имеют существенное значение для дела. Эти экспертизы оказались в том деле в отношении неустановленных лиц, и мы через суд запросили эти экспертизы. И действительно, вот это выделенное дело, оно висит неким молотом над любым потенциально возможным обвиняемым по делу. И мы знаем, что относительно недавно, месяц-полтора назад, были задержаны еще люди, обвиняемые по делу о столкновениях на митинге. И в рамках как раз этого дела в отношении неустановленных лиц как раз привлекаются все остальные, и уже потом в отношении каждого выделяется. Действительно, это является неким инструментом, но он процессуально, к сожалению, допустим, но здесь нужно будет, наверное, каждый индивидуальный случай работать, отрабатывать адвокатом отдельно. Спасибо. Угу. Все так, да, наверное. Я ему подсказываю. Да, нет, да, больше вопросов, правильно понимаю?
Видимо, вопросов больше нет. Да. Я благодарю всех вас. Спасибо вам огромное. И Лев Александрович, и Сергей Константинович, и Карина Коповна, и Анастасия, Алиса Ганиева. Всем вам большое спасибо за то, что выделили время в это непростой период предновогодних праздников, точнее дней предновогодних. И большое спасибо за то, что следите, спасибо за то, что высказываете свою позицию, потому что это очень важно, в том числе для тех, кто находится за решеткой. Поверьте, каждый раз, когда мы едем на суд и общаемся с ними, они спрашивают, а как реагируют правозащитники, а что они говорят и так далее, и так далее. Это для них большая поддержка, и то, что мы сегодня, несмотря на то, что несколько раз откладывали эту пресс-конференцию и все-таки ее провели, большое спасибо за это, и для них это большая поддержка. И от меня лично, и от всех адвокатов, которые участвуют в деле, тоже вам огромное спасибо. 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 Спасибо вам. Спасибо.